Октябрь 1773 года. Оренбургский тракт. По легенде, именно здесь передвигался верхом национальный герой Башкортостана Салават Юлаев. И именно на этом самом месте у его коня отлетела подкова. Люди говорят, что это все не просто так, а к доброй примете, что его след на этой земле останется навечно. И сейчас жители Салавата считают его образ негласным символом, как напоминание о том, что город должен быть таким же сильным и устремленным вперед. А любое обновление начинается с памяти о тех, кто прокладывал этот путь на своей земле. В этот раз обычная планерка в администрации Салавата вдруг приобрела особую торжественность. Вместо привычных отчетов и цифр – гимн страны и аплодисменты. Глава вручает медаль генерала Шаймуратова Миняхмету Исхакову. 42 года он проработал экскаваторщиком, строил город, а когда Родина позвала, отправился защищать интересы нашей страны. Вроде такой сдержанный кабинет, да, ничего лишнего, минимализм, но тем не менее есть чебурашка. Вот можно, да, взять? Да, конечно. Ага. Вот что он обозначает? Эту чебурашку делают наши серебряные волонтеры. Они плетут сети, делают окопные свечи и параллельно делают такие чебурашки. И вот эти чебурашки есть у каждого нашего бойца. Вместо шеврона у них висят тоже такие чебурашки. По количеству населения, на самом деле, наш город находится на 3-м месте. Но по территории мы находимся на 2-м месте. У нас территория ровно такая же, как и у города Стерлитамака. Хочу сказать, что город достаточно компактный, очень удобный. Если в прошлом году мы благоустраивали на сумму 240 миллионов, в этом году уже мы 320 миллионов рублей вкладываем на благоустройство нашего города. Перемены здесь чувствуются сразу на выходе из администрации. Центральная площадь имени Ленина – лицо города. В 2024 году проект ее реконструкции победил во всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды. И вот уже прошлым летом здесь закипела работа на 173 миллиона рублей. И простые бетон и асфальт стали местом встреч, прогулок и вдохновения. В ходе рабочей поездки Ради Фаридович приезжал, осматривал данную площадь. Ему очень сильно это понравилось. И он выделил дополнительные средства, 44 миллиона, для того, чтобы мы благоустроили сквер Дзержинского. То есть оно как раз будет связывать нашу площадь Ленина с нашим автовокзалом. То есть там рядом железнодорожный вокзал. То есть гости, которые приезжают, они могут в пешем порядке сюда пешком прийти, прогуляться. Общая сумма, вложенная на этот объект, будет 100 миллионов рублей. Вы гости города? Северного Кавказа. О, как вам наш город? Очень впечатляет, очень красивый, очень чистый, аккуратный. Видно, что вот эти здания вот 40-х годов, да, сталинские, сохранились. Мы проект снимаем «День с главой». Да. Это вы глава? Я глава Города. Да. Спасибо вам большое за город. Спасибо. 3-й город по величине, по количеству населения, но по количеству объектов, соответствующих всероссийским соревнованиям и международным соревнованиям. Только в Салавате есть. Вы слышали где-нибудь в каком-нибудь городе, что есть стадион для спидвея, соответствующий мировому уровню? Нет. В Салавате это есть благодаря помощи Ради Фаритовича. Он дал указание, чтобы мы сделали капитальный ремонт на нашем стадионе «Строитель». И, соответственно, этот стадион «Строитель» теперь может принять международные соревнования по спидвею. Большую спонсорскую помощь оказывают и градообразующие предприятия. С их поддержкой в Салавате благоустроят сквер. Кроме нулевого километра, любимого места для фотосессий молодоженов, появится от 12 до 14 колонн в круговую, диаметром 15 метров. Ради Фаридович Хабиров, когда был 1 июля, мы ему докладывали о том, что мы приступаем в этом году к реализации этого проекта. Поэтому сроки сжатые, мы в середине лета находимся. Впереди осень и близкая зима. Источником этих работ является реинвестирование налоговой льготы, которую мы получаем по инвестсоглашению с правительством Республики Башкортостан. Поэтому это тоже наше налоговое обязательство, которое можем реинвестировать как на свои социальные объекты, так и на объекты городской инфраструктуры. Едем дальше. По пути расспрашиваю Марата Загидуллина о приоритетных направлениях работы.
Последние 5 лет в нашем городе не было стройки многоквартирных домов. В нашем городе один из малых городов, где семейная ипотека действует на вторичное жилье, потому что новых домов нет. В этом году, слава богу, выдали разрешение на строительство многоквартирных домов, 8-этажных, 5-этажных. У нас всего 3 дома уже на стадии начала строительства. В новой части города есть 100 гектаров земли под застройку. По улице Губкина, например, уже в следующем году должен вырасти 8-этажный дом. Будут доступны 77 квартир всех типов. Мы сделали и для молодых, то есть это как евро, да, то есть когда кухня большая, а комнаты маленькие. Так у нас есть и стандартные, когда кухня маленькая, а комнаты большие. То есть мы просто для того, чтобы максимально удовлетворить спрос. У нас на сегодняшний день в городе есть комплексное развитие территории. По улице Башкарева у нас фонд развития жилищного фонда регион 1 выиграл конкурс и строит 2 дома. 2 5-этажных дома. Один общая площадь 3200, у другого 3300. Разрабатываем еще 4 участка для того, чтобы строительство продолжить дальше. В Салавате решили вопрос и с дефицитом медперсонала. За 2 года в городскую больницу привлекли 68 врачей, а с начала этого еще 27 специалистов. Единственный город, который выплачивает 1 миллион рублей своим новым сотрудникам. Новым, не молодым, новым. То есть, если к нам приходит специалист, мы ему назначаем выплату 20 тысяч рублей в течение 60 месяцев. Плюс к этому предоставляем бесплатное жилье. Это особенно привлекает и молодых, и иногородних медиков. 2 года назад в отделении офтальмологии появился врач, который внедрил передовой метод лечения патологии сетчатки глаза. Делаем интравитреальные инъекции, это осложнения, которые развиваются при сахарном диабете, при сосудистых катастрофах. И при возрастной макулярной дегенерации. В день у нас сколько операций проводится? В день сегодня 20 операций, а так 20? 20 операций, да. А так в месяц где-то под 150 операций. Раньше таких операций не было в Салавате вроде, да? В Салавате раньше делали по старинному методу, то есть на разрез на полглаза, просто механический шов на полглаза. А сейчас у нас максимальный разрез это 2 миллиметра. То есть пациенты уже на следующий день уже домой идут. Я тут 2-й раз уже. То есть 1-й раз очень хорошо. Домой приехали, а я говорю: Ира, ты ремонт что ли сделала? Она: нет, мам. Я говорю: что так у тебя светло? Она говорит: мама, тебе же вот операцию сделали. Я говорю: очень-очень хорошо. У нас одна из самых больших таких глобальных проблем – это отопление. С начала создания нашего города ни разу не проводился капитальный ремонт. А всего у нас в городе 218 километров теплотрассы. И 54 километра – это магистральные теплотрассы. По расчетам, ежегодно в Салавате должны ремонтировать не менее 7% теплотрасс. И этим летом впервые взялись за магистраль длиной больше 3 километров. Участок выкопан, ведется уже монтаж трубопровода, производится замена 350 метров участка, 700 метров трубы. К началу сентября планируем закончить полностью. Иногда у нас, конечно, есть фонящие темы, где горячую воду мы не можем по 2 месяца давать, да? Но это не из-за того, что они плохо работают. Подрядчики работают очень оперативно, но тем не менее они латают один участок, присоединяются к старому участку, приходится идти дальше. То есть настолько сети у нас обветшалые, да, и их нужно менять. Я думаю, что горожане нас поймут. Таких перекопов по городу около 20. И к началу отопительного сезона коммунальщики обещают их закрыть. На бульваре Космонавтов тоже произошла метаморфоза. Заброшенный лес и узкие тропинки в прошлом. Теперь здесь новое покрытие, ухоженные газоны и обновленный памятник комсомольцам. Проект стал возможен благодаря участию жителей во всероссийском голосовании. В рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды на ремонт первой очереди выделили 68 миллионов рублей. Как вам наш парк? Очень нравится, очень рады, что наконец-то эту площадку сделали. Мы в 54-й садик ходим, и мы сразу заметили здесь перемены. Сын следил, как от начала работ, как здесь деревья валили, очень переживал за это, что происходит вообще в городе.
Вот. И когда уже сделали площадку, мы, конечно, были очень рады. Ко Дню Республики обещают построить амфитеатр и современный скейт-парк. Предусмотрели зону выгула для собак, а изюминкой станет арт-объект, символ города – Салаватик. Скоро рядом с бульваром появится новое место притяжения для молодежи за 37 миллионов рублей. В одном творческом пространстве соберут представителей движения первых юнармии общества знания. Вот же как классно бегают, смотрите. Дети здороваются, видите. Разве много надо для счастья, да? Место, где участники и ветераны боевых действий, их близкие могут и к юристу с психологом обратиться, и полагающиеся льготы оформить. Центр, открывшийся в июне, под одной крышей объединил филиал Госфонда «Защитники Отечества» и Ассоциацию ветеранов СВО. По чебурашке замечаем салаватские. Общаемся с бойцами. Одного из них хотят представить к званию Героя России. Расскажите историю. Мы его эвакуировали, да. Получилось так, что нас там накрыли дроны. Не было больше варианта, то есть его как-то нужно было оттуда выносить, спасать. Я прыгнул на него, и, получается, весь удар дрона, все осколки на себя принял. Вот. Ну и получилось тогда, что... Потом уже меня эвакуировали, хоть и раненые, но живы оба. Его мама, получается, очень часто звонит и пишет постоянно «спасибо, спасибо, спасибо». Марат Гайнулович, в завершение рабочего вашего дня небольшой блиц-опрос. Вы готовы? Конечно. Первый вопрос. Что для вас самое главное в работе? Это единство моего коллектива, чтобы мой коллектив работал на благо нашего города. Как вы понимаете, что задача, поставленная перед вами, выполнена? Только тогда, когда вижу довольные лица моих горожан, я говорю, что работа сделана и на славу. Что самое сложное в вашей работе? Самое сложное – делать кадровые перестановки. Это самое сложное для меня, потому что за каждым человеком стоит семья, дети. Поэтому это очень такая тонкая материя. Здесь нужно с очень большой осторожностью подходить. Но есть другая сторона, которая требует незамедлительного решения, потому что за спиной любого сотрудника стоит город. Руководить администрацией такого крупного города достаточно непросто. Как находите свободное время? Свободное время, оно сопряжено с работой. Если в работе получаешь удовольствие, этого достаточно. С семьей общаемся по вечерам. Самая большая цель на будущее? Сделать город Салават самым узнаваемым, самым хорошим, самым таким развивающимся, чтобы город все время получал развитие и чтобы о нем все знали, что есть такой на земном шаре город, который называется Салаватом, и он самый лучший. За один день мы объехали весь Салават, от центральных площадей до отдаленных улиц. Увидели, как город меняется не по бумагам, а на деле. Как глава знает в лицо своих жителей, а они его. Каждый камень здесь дышит историей, а проекты – заботой о людях. На своей земле получится все, если делать это вместе.